29 мая 1938 года указом Филиппино-Угорской республики церковь была закрыта. Я помню, как ее закрывали. Это июнь месяц был, очень красивое место. Невысокая оградка была, летая, чугунная. А возле церкви росли очень красивые и ромашки, и часики, и люди, кетки. Очень было красиво. И народу собралось страшно много. Надо было с церкви сбросить колокол. Но никто из наших мужчин не решился на это. Был у нас такой бродячий человечек, Шишкин Миша. Он постоянно был, значит, под самогоном, как говорится. Он ловил поля и ремонтировал самовары и ходит из дома в дом. Лудить, паять, самбар, самбар. Вот это я помню очень хорошо. На нем был камзол такой темно-зеленого сукна и с позолотой. И он очень, значит, хвалился тем, что генерал с своего плеча снял вот эту одежду, ему подарил. И вот он под хмельком залез туда и сбросил с церкви колокол. Я этого не видела, потому что мама меня на руках держала, испугалась она за меня, что я могу напугаться, и унесла домой. Я эту часть не видела. Но то, что народ шумел, ревел, это я помню. Ну, помню и то, что рассказывали, как в самом начале, когда уже церковь была построена, надо было поднять колокол. Вот этот процесс уж настолько меня запал в память. В 1902 году это помнили еще люди, в 1938 году помнили, как поднимали церковь, этот колокол, значит, на колокольню. И вот, оказывается, человек, который руководил вот всем этим процессом поднятия колокола, был весельчак и балагур. Он, значит, загодя приготовил там большой дрын или там палку какую-то, и он ее, значит, засунул в колесо, которое, значит, по которому канат должен был скользить. И вот внизу колокол. Он, значит, подает команду: все мужики на канат. Значит, за канатами тянут, и потихоньку вот этот колокол должен выплыть и подняться наверх. Но не сдвинулся колокол с места. Он, значит, руководит. Раз, два, взяли, и снова колокол никак не может подняться, сдвинуться с места. Говорит: прошу всех, кто грешен, прелюбодействует, и то, другое, он, значит, кто выпивает, прошу отойти от каната. Несколько человек отошли. Начал, значит, командовать опять. Никак не получается. И так 3 раза. Только на 3-й раз осталось человек 15 возле каната. Толпа ахнула. Плавно колокол поднялся и поплыл. Когда большая часть мужчин отошла от каната. Ну и, естественно, дома, наверное, разборки были какие-то по этому поводу. Потому что последнее было: а кто прелюбодействует, прошу отойти всем.
Кстати, вот язык колокольный, он тоже из нашей церкви. Я вначале не знала, что это такое. А вот раньше вот в деревнях были такие долбленные корыта, и там соль хранили. И смотрю, бабка соль, значит, разбивает этой штукой. Ну, что это? Да, не знаю, что-то. А у меня был очень умный сватый кум Касаткин. Так это вы что? Это же язычок от колокольного, вернее, от колокольни. И, в общем-то, оказывается, действительно он был по-шведски. Вот с этой стороны подвешивается, значит, колоколу, а с этой стороны звонарь за вот эти веревки дергает, бьет этот язычок по краю колокола, издает звуки. Но там мелких вот таких вот язычков тоже, говорит, было много, и он буквально ими играл, как на струнах. И очень красивый колокольный звон, на 40 верст вокруг его слышно. Очищай.